Две полосы движения в обе стороны, расширенная вдвое магистраль и двухстороннее освещение. Открытие дороги не только разгрузит федеральную ветку, но поможет значительно сократить дорожно-транспортные происшествия. Договоренность о реконструкции была достигнута в мае. Уже сегодня, ко дню города, на открытие новой дороги собрались почетные гости. У нас сегодня большой праздник города Грозного. Это для нас очень символичный день, потому что второе рождение города обозначил Ахмад Хаджи Кадыров. Когда вопрос стал перенести город Грозный, Ахмад Хаджи сказал, что городу Грозному быть. И мы восстановим и сделаем так, чтобы она стала еще прекраснее. И слова Ахмад Хаджи сегодня воплотили в жизнь. Это благодаря команде Ахмад Хаджи Кадырова, в первую очередь. Это благодаря президенту страны Владимиру Путину, который своим волевым решением всегда поддерживал развитие строительства, обеспечение безопасности республики, города, народа. И я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве автодороги. Запад старается поставить наш народ на колени и делать все для того, чтобы задушить нас в экономическом плане. Но у нас есть история. Питер, Грозный и другие города. И мы никогда не ставим на колени. Мы до конца защищали свою родину, государство. Мы докажем, как мы умеем жить, и мало не покажется тому, кто сегодня старается играться с нами. Поэтому мы сегодня как заявляем о себе как голод мира, но если кто-то захочет, и мы сразу переоденемся и станем воинами. Поэтому сегодня мы строители, сегодня мы строим дороги, и участок, местный участок города, федеральный, построили одновременно. Это говорит о том, что сегодня у нас взаимодействие, что мы сегодня понимаем поставленные задачи, что необходимо для народа. Роман Ильич, как вы обещали, мы вовремя построились на день рождения города. Хочу слова сказать благодарности, поблагодарить вас за то, что вы обращаете на нас внимание, за то, что вы не забываете нас часто приезжаете и сами смотрите на наши дорожные участки и даете такие поручения, которые должны выполнить ваши подчиненные. Всем, кто участвовал, да здравствует город Грозный, Аллаху Акбар. Около 7 километров дорожного полотна шириной более 15 метров. Результат работы 70 единиц техники и бригады из 30 человек. Кстати, объем работ выполнена и местная компания, успехи которой отметил и руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Сегодня действительно мы находимся в той точке, которая является подтверждением той синхронной работе, о которой сказал Рамзан Ахматович. Мы в мае этого года, 2015 года, договорились соединиться в этой точке. Очень приятно, что мы выполнили взаимные обязательства. И вдвойне мне приятно, что эти обязательства выполнила компания, которая находится здесь, в республике. Сегодня в компании МОВА работает больше 700 человек, и она работает не только на территории Республики Чечня, а и на других федеральных объектах. Это говорит о том, что все, кто трудится в этой компании, они выполняют свою работу точно в срок и высоким качеством. Я хочу сказать, что вот федеральный участок дороги, это действительно является сегодня подарком городу Грозный, его дню. Отличившиеся работники были отмечены благодарственными письмами как от главы Чечни, так и от руководства Росавтодора. Присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики» Мавлаеву Буайсару Юсуповичу, директору ООО «Мола». После того, как Кади Грозного прочитал дуа, началась церемония открытия въездной дороги в столицу. Почетное право разрезать красную ленту предоставили гостю из Афганистана Абдул-Рашиду Дустуму, Роману Старовойту и главе Чечни Рамзану Кадырову. Ура! Сразу после осмотра реконструированного участка автодороги Рамзан Кадыров и гости направились к смотровой площадке цвета музыкального фонтана. Нажатием символической кнопки глава Чечни запускает уникальный по своим техническим характеристикам фонтан. Подобного нет даже в Дубае. Технические
Характеристики фонтана действительно впечатляют. 300 метров в длину, 40 в ширину. Игру водных струй, высота которых достигает 100 метров, дополняют огненные фонтаны и 2 водных экрана. Цветовые эффекты осуществляются благодаря 3600 светодиодным прожекторам, которые, как и сам фонтан, построены в виде национального чеченского орнамента. Благодаря им с центра управления на водных экранах можно транслировать любые медиафайлы. При строительстве фонтана использовалось 700 тысяч метров специального кабеля. Каждый раз, когда я приезжаю, преображается город все лучше и лучше, и красивее и красивее. Сам иногда не узнаю даже свой город. Нас удивили новостройки ваши. Попадаешь как не в постсоветское пространство. То есть это совершенно другой мир. Но хочется сказать, молодцы народу, который, скажем так, взял себя в руки и построил такое крепкое государство на имане, на народных традициях. Хочется сказать, люблю вас, чеченцы, мы любим вас. Я работаю экскурсоводом, и Грозный сейчас стал очень популярным маршрутом. В общем-то, вот эта прелесть и красота, она добавит просто привлекательности вашему городу. Я вообще, честно говоря, я в Грозный влюбилась на самом деле. Строительством светомузыкального фонтана занимались китайские специалисты. Они отмечают, для них это далеко не первый подобный проект, но построен он был в рекордные сроки, всего за 14 месяцев. Ясмина Гацаева, Седа Сапарова, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.